Добрый день, это Якутия-24. Сейчас предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию брифинга оперативного штаба республики по эпидемиологической ситуации в Якутии на сегодняшний день. Елена Афраимовна, здравствуйте. Какова эпидситуация в республике на сегодняшний день? Добрый день. Сегодня на 19 ноября у нас зарегистрировано новых 219 случаев. Наибольшее количество в городе Якутске 122 случая. При этом зарегистрированы случаи в 29 районах нашей республики. Выявлены случаи от 1 до 7 в Мирнинском районе. Хочется отметить, что у нас в период пандемии заболело уже свыше 17 600 человек. Из них практически свыше 50% уже излечились и находятся дома, кто-то на реабилитации, кто-то уже вышел на работу. Мы говорим сегодня о том, что изменились правила у нас с понедельника. Мне бы хотелось еще раз повторить их. О том, что в заключении Роспотребнадзора вышли новые алгоритмы. И мы сегодня не берем анализы ПЦР у контактных лиц, если у них нет признаков ОРВИ или каких-либо простудных катаральных явлений. Хотелось бы еще акцентировать внимание на вчерашнем выступлении главы Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который объявил о том, что выплаты медицинским работникам будут продолжаться, но абсолютно в новом формате. Сегодня это будут выплаты, как социальная выплата через фонд социального страхования, и они начинаются с 1 ноября. Буквально в понедельник поступила последняя партия вакцины от гриппа в республику, и мы сегодня начинаем прививочную кампанию, которая была поставлена у нас по требованию Роспотребнадзора. 60% населения мы должны привить. Наверное, надо напомнить, что приближаются уже новогодние праздники, люди начинают готовиться к новогодним различным корпоративам, и нам бы хотелось призвать наше население все-таки соблюдать правила ограничения, избегать массовых мероприятий, возможно, отменить какие-то корпоративные мероприятия для того, чтобы соблюсти все меры безопасности противоэпидемические. И мы призываем также беречь свое здоровье и своих близких, соблюдать масочный режим в общественных местах, пользоваться дезинфицирующими средствами как собственных рук, так и поверхности различных и общественных пространств. И, наверное, надо сказать, что сегодня население у нас в принципе дисциплинировано, но чтобы все-таки вы берегли своих близких и поменьше посещали не только массовые мероприятия, но и семейные контакты необходимо тоже избегать, потому что по аналитике мы сегодня видим, что наибольшее количество заболевших – это все-таки семейные контакты. Берегите себя, будьте здоровы. Это был традиционный брифинг оперативного штаба республики в прямом эфире по эпидемиологической ситуации в республике на сегодняшний день. Доброе утро, это телеканал Якутия-24. Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Старт дан. С носом одного из последних аварийных домов в Жатае начался заключительный этап переселения граждан из аварийного жилья по национальному проекту. Выдача паспортов, чипирование и прививки. В столице завершается месячник по регистрации домашних животных. Литературный флагман России Якутия названа лучшей на всероссийском конкурсе «Самый читающий регион 2020». Президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров оказать дополнительную поддержку регионам для выплат медикам. Об этом он заявил на совещании с правительством. Прошу правительства, исходя из складывающейся сегодня обстановки и с учетом окончания финансового года, дополнительно предусмотреть поддержку регионам, сказал Путин. Глава государства также попросил Кабинет министров и регионы внимательно и ответственно отнестись к внедрению нового формата выплат медработникам, когда расчет идет из количества смен работы с коронавирусными больными. Первый зампред правительства республики Кирилл Бычков провел рабочее совещание по вопросу строительства объектов здравоохранения в Якутске в рамках концессионных соглашений с участием госкорпорации развития web.rf. Госкорпорация готова выступить финансовым партнером